Депутаты парламента инициировали встречу с министром внутренних дел для обсуждения нашумевшего видео, завирусившегося в социальных сетях и телеграм-каналах, на котором сотрудник первого отдела милиции избивает задержанного Сабекия. Однако, прежде чем приступить к обсуждению инцидента, председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба поинтересовался у министра последними сведениями о случившейся на днях перестрелке на КПП ПСОУ. Глава МВД рассказал, что причиной происшествия стал имущественный конфликт. Машина, в которой находились братья Камлия, выехала из столицы. За ними направился второй автомобиль, в котором сидели 6 человек. На границе подозреваемые открыли беспорядочную стрельбу из салона. Прямо с салона автомобиля велась стрельба, в ходе чего был ранен один из братьев камлевцев. После этого также были еще 2 граждан ранены и также убит, как вы знаете, гражданин республики по фамилии Акаба. Фактически случайные прохожие люди, что велась реально, как вот уже наши эксперты подтверждают, беспорядочная стрельба с автомобиля. Далее данные лица покинули автомобиль, в сторону поселка двинулись, где их ожидал второй автомобиль, который должен был их увезти. Фактически они их отвезли от места преступления, где-то в этом поселке, насколько нам известно, высадили. Те 3 граждан, которые оказывали им пособническую деятельность, они на сегодняшний день задержаны. Роберт Киут также отметил, что один из братьев смог перейти абхазо-российскую границу, но был задержан в Адлере. В ближайшее время его экстрадируют в Абхазию. Еще 3 подозреваемых задержаны на территории республики, остальные находятся в розыске. Работу проводим. Гагарская зона и зоны, практически все посты основные наши усилены, ведут усиленную работу, круглосуточную работу, оперативный состав работает на месте. Депутаты парламента поинтересовались у главы МВД, представлены ли органы внутренних дел на границе и как находящиеся на посту службы должны реагировать на подобные происшествия. Все те, кто сегодня находится на посту, они фактически вооружены. Там это военнослужащие, таможенные службы, пограничного отряда. А милиция там не представлена на КПП. У нас есть небольшой пункт привокзальной милиции. Периодически там бываем именно тогда, когда у нас оперативные сведения или какие-то отработки ведутся по отдельным направлениям. Отдельной инструкции, как действовать, там наверняка нет. Потому что такие факты обычно на границе очень редко бывают, так как где такое столпотворение, скажем, силовиков, мало кто рискнет здравомыслящий прийти и начать там расстреливать людей. Такого не должно быть. Но если ты это видишь, наверное, должен реагировать соответствующим образом, потому как у тебя есть оружие, есть полномочия по применению оружия. В свете громкого инцидента вновь обсуждалась и тема ношения оружия населением. Министр внутренних дел отметил, что существующее законодательство, регулирующее ношение и хранение огнестрельного оружия, необходимо дорабатывать. Постоянную работу МВД ведет, направленную на выявление лиц, незаконно носящих оружие. То есть периодически мы это делаем, мы выявляем, изымаем. Скажем так, рейдовые мероприятия, мы в основном все рейдовые мероприятия, в том числе один из пунктов, как говорится, задач, которые перед ними стоят, это выявление лиц, незаконно носящих оружие и другие запрещенные предметы. Эта работа постоянно ведется. Парламентарии также спросили у главы МВД, ведется ли работа, направленная на предупреждение преступлений. Конечно же, угадать, в какое время именно будет им совершено преступление или задерживать на стадии совершения преступления, конечно, либо при подготовке, это очень сложно. Такая категория лиц находится на особом учете всегда, как и в МВД, так и в других органах правоохранительных. Вторым инцидентом, вокруг которого возникло детальное обсуждение, стало видео, в недавнем времени появившееся в социальных сетях. Роберт Киут рассказал, что происшествие имело место в феврале. Отдел собственной безопасности МВД определил виновного в избиении задержанного. Он был уволен по статье, а дело расследует столичная прокуратура. Роберт Киут подчеркнул, что подобные инциденты неприемлемы. Отношение такое к нашим гражданам неприемлемо вообще. Никогда. Мы, руководство МВД, соответствующим образом реагируем и будем реагировать на такие факты. То есть вот вся хронология, которая выявлена 13 числа вот этого месяца, эта информация поступила ко мне, была дана команда, провели расследование, он уволен по статье, и дальше прокуратура разбирается.
Гражданин Сабекия, по словам министра, был задержан за применение силы по отношению к сотрудникам. На данный момент он отбывает срок в местах лишения свободы. Особенно важно, как отметил глава МВД, проводить активную работу над морально-нравственным обликом сотрудников внутренних дел. Для этого также проводятся отдельные лекции в школе милиции. Об обсуждаемых инцидентах высказалась и уполномоченная по правам человека Анна Скишмария. Она подчеркнула, что аппарат уполномоченного будет следить за ходом расследования избиения задержанного, а также отметила недопустимость произошедшего на КПП ПСОУ. Прокуратура ведет свое дело, аппарат уполномоченного будет пристально следить за тем, как будет вестись расследование, за материалами, которые будут поступать, да, и, естественно, это на контроле и без внимания не останется. Вместе с тем, считаю важным отметить недопустимость применения незаконного и необоснованного применения силы к заключенным. Да, мы сегодня рассматривали 2 случая. Считаю, что подобные факты стрельбы в общественных местах средь бела дня должны инкриминироваться как терроризм. И никак иначе. Это террор против населения. Да, и мне кажется, что в этих случаях надо демонстрировать всю серьезность и жесткость закона. В ходе долгих дискуссий депутаты задали министру внутренних дел множество дополнительных вопросов. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.